Да, сыро сегодня будет, сыро, потому что все деревья уже сырые. О, утки, вон они. О, одна самочка там и примерно 4 самца. Один подлетал поближе, а потом перелетел чуть дальше. Один вроде как на земле, один там и один вон там. Так, подожди. Вот именно по этому просеку на юг, строго на юг. Строго на юг, потом по компасу уже, по навигатору уже к Бурану. Вот как дело было. Вот это я сейчас вспомнил, действительно. Долго? Как и вчера утро. Такой моросящий дождь, нет туман. Но не скажу. Даже капает вон, как слышно. Моросящий дождь. Собакам оставлял кости от рыбы. Там еще потроха оставил, там плотва. Не знаю, приходили, нет. Наверное, не приходили. Что-то погода не очень сегодня. Сейчас 4 часа утра, 4 часа 20 минут, точнее. 22 сентября. Спал капитально. Вот сегодня я спал, действительно. Фу, блин, такой дождь моросящий. Нехороший. Холодное утро, между прочим. Посмотрите. Там ведро с водой все покажет. Заморозки были, нет. Заморозка не было. Но утро такое сырое, ребят. Печка дымится. Ой, надо чайник поставить, просыпаться. Опа, тут тепло, хорошо. Сегодня стреляют. Хорошо стреляют, между прочим. Там на болоте один раз я снимал, там озеро. Перестали сейчас. Как она надо была. Вон утки, вон. Ага. Нырковые пошли. Это хлатая чернить была. Сейчас развернуться, пойдут вниз, может. Вон еще стая. Налево. Может идти тоже. О. Хорошо сегодня слышно так, но. Хотя не так близко. Надеюсь, слышно. И дождь идет. Моросящий дождь. Одиночные выстрелы. Там несколько человек сидит. Я в избушке сижу там. Хорошо слышно, как стреляют. Чай пью. Собираю рюкзак. Все равно сходим. Хоть какая погода будет. Вот по утрам я также выходил к речке, там бывало. Но в основном у нас возле села там хороший перелет. А здесь тайга, лес, поэтому надо ходить вон туда, на болото, где озеро. Вот туда и залетают утки, гуси.
Все водоплавающие. Когда хороший перелет, непрерывно там стреляют. Успевают только заряжать. Да, сыро сегодня будет, сыро, потому что все деревья уже сырые. О, утки. Вон они. О. Это одна и та же стайка, что-то крутит сюда-сюда, туда-сюда. Не, реально утки уже... Это знак, что северные скоро пойдут. Ладно. Хоть бесконечно смотри на небо. Надо собираться. Раз. О, опять выстрел. Расцветает полным ходом. Раз начали сегодня, будут стрелять. Пару часов так. Потом резко прекращается перелет. Такой утренний перелет. В такую погоду, конечно, низко летят утки. Хорошо. Для охоты это самое то, это сырость. Ну вот, ребят, я собрался. Погода вообще не радует. Блин, такой моросящий дождь, но будем надеяться, что утренний дождь этот прекратится и выглянет солнце, что ли. Нам сегодня также нужен солнечный день. Ну, моросящая погода такая вот для утятников, но не для боровой птицы. Рябчику нравится, когда солнечно там. Ну, посмотрим, какая охота будет. Все равно куда-нибудь сходим. Завел свой УАЗик. Поеду до озера, где у нас лодка, сети ставлены. На обратном пути все соберем и привезем. Ну вот, тут машину мы оставим. Озеро тут рядом. А мы пойдем пешком. Поднялась лодка. Снимать сегодня буду минимум. Сами понимаете, какая погода. Объектив все равно будет там дождь попадать. Если перестанет идти дождь, конечно же, сразу на голову одену видеокамеру, чтобы снимать больше. А так, пару часов сейчас буду бродить. Вчера первые рябчики вот тут были. Вот
Вот это гнутое дерево, это для меня знаком было. Как бы я приметил, что вот тут рябчики. И, ну, штук 3 тут было их. Сегодня никто не отзывается. Спящий режим у них сегодня, ребят. Если, скажем, я наткнусь на них, может, и взлетят. А так, чтобы на свисток, 0 реакций. Вообще тишина. Немножко только слышно клесты еще. Даже простые птицы все вот как-то замолкли. Но ничего, только вперед. Никогда не сдаемся. Увидим еще нашу птицу. Отозвались. Один там уже подлетел. И там еще один подлетел. Да. 3 штуки минимум. Одна самочка там и примерно 4 самца. Один подлетал поближе, а потом перелетел чуть дальше. Один вроде как на земле, один там и один вон там. Нет, не подходят. На определенное расстояние сели и бесполезно. Устал уже свистеть. Вон, смотри, везде. Надо было мне в лес зайти, перед тем, как свистеть. К дороге не выходят. Одного я увидел. Куда-то вон туда сел. Не вижу. Или вон он. О нет, это другой. Что-то, короче, потерял. Перепрыгнул и потерял. Теперь увидел. Теперь я его вижу. Засучил, конечно. Да, это он. Промазал. Непонятно, куда я выстрелил, блин. В яблочко надо было стрелять или что. Хорошее расстояние было. И первый промах, ребят, у меня сегодня. Ну что, ребят, первый промах. Так бывает. И вроде цель так хорошо видна была. Рябчик сидел там. Куда стреляю, не понимаю. Промазал одним словом.
Ладно, идем дальше. Тут еще один был. Хитро себя ведут, неактивные какие-то они. Бывает, подлетают в упор. Бывает, сядут на 100 метров в расстоянии. И бесполезно манить там. Не подлетают. Иду по очередной лесной дороге, ведущая в другую сторону. Вчера куда ходили, это совсем в другую сторону идет. Здесь видно, на квадроцикле ездили, следы от квадроцикла. Но это прошлогодние следы. Вроде бы, да. Вот. Там дальше, не знаю, через сколько километров будет вырубка. До вырубки пойду. А там буду решать, в каком направлении уже идти дальше. Там болото будет очень большое. Здесь два рябчика еще видел. Хотела поснимать, но, знаете, у меня опять глюки. Но оно, когда там аккумулятор разряжается, обязательно надо от пауэрбанка провод снять и по-новому ставить. Что-то вырубается автоматом, фиг знает. Или же всегда, чтобы там был новый аккумулятор. Но заряженный аккумулятор, подсоединенный к пауэрбанку. Вот так, думаю, надо. Есть какие-то вот глюки у видеокамеры. Здесь также уже какие деревья. Раньше, после армии, мы ходили вот сюда. Далековато, конечно, но собирали там клюкву. И тут вырубки еще, вот это подсад был не такой большой. И на семенниках бывает, там, видишь, косачи сидят. Да, и здесь по пути встречались, а за второй день я ни одного косача пока не видел. Что-то обычно возле дороги, возле трассы, там все равно можно встретить их. Хоть старая дорога, хоть заброшенная, хоть какая. Но их нету. Да, из гладкоствольного бывало, там стрелял. Вот. Ну, примерно так иду. Рябчиков меньше вчерашнего. Может, есть, но там вдали, вот где самочки, две самочки были, взлетели, улетели. Там дальше где-то, метров 300-400, наверное, слышно, там самцы начали свистеть. Очень далеко. По такой гуще леса не пойдешь туда. Ради, знал бы, там, блин, увидишь, а где их найти вот такой чаще. Тут дорога заканчивается. Я вышел на окраину вырубки. Смотрите, какая стена леса уже. За пару лет. Ну, блин, тут работали, наверное, лет 5 назад, наверное, может. Точно не могу сказать. 5, наверное, примерно так. Плюс-минус там год. Чтобы идти до той опушки леса, надо добираться вот по такой чаще. Я буду весь сырой. До туда, если пойти, можно бесконечно там ходить по тайге. Или же спуститься по просеке, на север идти. Вот. Там тоже обходить старая вырубка, стена леса. Все сырое тут. Или же второй вариант. Вот окраина опушка тоже. Здесь обойти. Обойти и пойти налево, такой круг сделать. Где-то поход по этому месту еще займет, примерно часа 3. Если туда идти, то можно целый день бродить. Просто целый день. Вот дорога еле видна тут. Проходит вот тут. Но зимник
зимой, с осени тут вырубали лес. И да, с осени, помнится, там по первому снегу они поднимались. Конечно, шанс больше там, площади больше. Или же здесь. Сейчас я вот думаю и не могу решить этот. Как и вчера тоже вот. Долго думал, куда, что, как. И сегодня то же самое. Не могу определиться, откуда идти. Или же такими обходами как-то. Есть такие лазейки. Вон. В принципе, не спеша можно идти. Там до болота можно сходить. Основную трассу главное не потерять. Все равно по трассе куда-то можно дойти. Ладно, пока выключаюсь, ребят. Примерно поняли, где я нахожусь. В нехорошем месте. Основное я прошел. Фу. Тут небольшой пустырь. О, из-за сырости тут не выходит этот. Как же, березовая роща. А там уже, смотрите, опять стена. У меня два варианта. Тут просека проходит мимо этой вырубки вот так. На север, строго на север идет. И я, наверное, потому что силы и времени у меня достаточно, я пойду налево, как бы обойду эту вырубку. Здесь такой сорный лес, сосна, ельник. Здесь маловероятно, что мы встретим рябчиков, но больше шансов увидеть косача и глухаря, возможно, можно также встретить. Одним словом, погуляем еще вдоль болот, вдоль вырубок. Вот, вот где-то вот тут проходит. Примерно эта вырубка прямо возле той просеки. Вот. Здесь я проходил, знаете, вот видео, но она уже снег был. Из Тулана вроде, да, вдвоем мы приходили сюда. Если не забуду, там напоминание поставлю видео. Эту серию, именно эту серию, вот в то время, как мы проходили здесь. Вот. Тогда никого мы не видели, конечно, но факт, что там несколько серий там бродили от... Так, подожди, это откуда же я приходил-то? Так, ну-ка надо вспомнить. Сейчас постоял, вспоминал, откуда мы сюда приходили. Факт не с первой избы, а со стороны, с той стороны. Вот здесь мы приходили, это со стороны села. Но чтобы такой огромный круг сделать, это надо самому посмотреть все серии того фильма, как мы здесь ходили, и вспомнить начало того похода. Вот это да, с памяти отшибло, блин, не помню. Здесь тоже глухая тайга, в принципе, безлюдно тут вообще. Вообще-то сюда никто не приходит. Где-то вот западнее на несколько километров там избушка будет охотничья.
стороне, конечно, не знаю. Вот потом сегодня туда стоит сходить или нет. Там изба. Так, за болотом он еще, блин. Не знаю, сейчас сперва здесь буду бродить, ходить, посмотрим. Если ничего нету, развернусь и где-то вот в правую сторону. Обошел полностью вырубку. Ни одного взлета нету. Ни одной ягоды нету. Вообще брусники ни одной. Черники ничего нету. И рябины пустые. Деревья вообще. Рябин нету. Здесь птицы не будет. Однозначно. Все рябчик у реки держатся. От реки примерно 2 километра, но не дальше. Чем глубже в лес, тем меньше рябины. А тут уже вообще пустота. Вот так вот, ребят. Потом и думай, куда идти. Думай. Тут, наверное, старые лесопунктовские вырубки сейчас начнутся. Дальше зыковские, там бесконечные вырубки. Ох. Так. Вот и думаю, как бы что дальше делать, в каком направлении идти. Принял мудрое решение. И это выбор я сделал. Идти к реке. Тут делать нечего, ребят. Была бы собака, как-то поиск больше, может кого-то и поднимет там, глухаря или еще. Но я лучше пойду к реке с рябчиками воевать. Буду манить их. Не спеша пойдем. По такой чаще ходить нелегко, скажу вам. Да было бы ради чего. Вот я показываю сейчас реальность. Реальность того, что возле вырубки и ягод вообще нету никаких. Самое главное нам просеку найти. Здесь в этих зарослях. Север-юг. Где-то должна быть. Ну так приятно. Бродишь, ищешь себе. А это как повезет потом, кого-то встретишь или нет. Но чем ближе к реке будет идти, уже будет верняк, что кого-то увидим. Нам даже, ребят, повезло. Я, во-первых, нашел просеку, и она чищенная. Вон. Будет легко идти. Пойдем строго на север. И думаю, все деревья свалены, все спилено тут. Прочищено, все кустики вон пилой вырубили. Класс. Ребят, до сих пор я иду и думаю, в какое время я здесь был. И наконец-то я вспомнил. Вот тут болото хорошее. Это было где-то в феврале, наверное, месяце. С карабином я сюда еще приходил, без собаки. На буране проехал от села примерно, я не знаю, по другой зимней дороге.
ну, километров 10, наверное. И оттуда уже на лыжах, вспомнил, да, на лыжах я тут кружок такой сделал. И обратно пошел через... Так, подожди. Вот именно по этому просеку на юг. Строго на юг. Строго на юг, потом по компасу уже, по навигатору уже к Бурану. Вот как дело было. Вот это я сейчас вспомнил, действительно. Долго думал, потому что от села, чтобы до сюда дойти за один день как-то далековато. Далековато. И точно я на Буране ехал. И уже на лыжах потом до сюда доходил. Ну, проходил-то есть. Вот. Ну, в таких местах обычно там взлеты бывают глухариные, потому что они на кормежку уходят на болото. Вот так вот. Я-то думал, блин, собака еще здесь был. Ой, здесь. Хорошо, что я сегодня в болотных сапогах. Опять бы провалился. Чьи-то какие-то следы. Там несколько следов по трассе, когда шел по мху. Видно, что ходили эти рябчики. Тут след. Это медведь, наверное. Медвежий след. Или лось тут проходил. Ну, какой-то след есть. Все-таки медведь шел. Да, медведь. Медвежий след. Угу. Ну, он, наверное, кормится клюквой, если есть ягоды. Вот так.